Раз, два, три. Начинаем, да? Всем здравствуйте. Мы начинаем пробег «Золотая Колыма». В 2016 году как раз был у нас пробег «Сила поехала в Магадан». Мы сняли фильм «За свободой в Магадан». В прошлом году у меня была такая некая разведка. Я прилетел в Якутск и доехал до Магадана. И в этом году мы решили организовать автомотопробег до Магадана. И собрали участников из более 30 городов России, такие как Мурманск, Новороссийск, Сочи, Москва, Санкт-Петербург и Кемерово, Сыктывкар и остальные города. И мы решили проехать до Магадана. Общая численность коллектива 75 человек. Очень приятно, что нас встретили в этом году наши друзья, клуб «Ночные волки». Конечно, мы принесли очень много разных трудностей, задач. Ребята большие молодцы, справились, помогли нам в техническом оснащении, в покупке мотоциклов. Ребята нам помогли в подготовке технической части мотоциклов. И завтра у нас будет старт в 8 утра. Вот, значит, самое главное, что в этой поездке мы хотим открыть новое направление в туризме. Это как раз трасса Лена, трасса Колыма, Республика Якутия. Это трасса, как мы как раз назвали, пробег «Золотая Колыма» и Магаданская область. И пробег как раз будет финишировать в день города Магадан. День города Магадан, нас там ждет тоже губернатор области и мэр, и мы решили зафиксировать рекорд России, который будет включен в Книгу рекордов России. Самая большая автомотоколонна на трассе Колыма с самым большим количеством участников из разных городов. То есть в одном месте на Колыме вот собралось полстраны. Поэтому такая интересная история, которую мы обязательно зафиксируем уже в Магадане. С нами также едут наши друзья Жикулин Сергей, Нина Абросова. Вот. Ну, я думаю, наверное, имеет смысл передать уже слово. Если будут потом какие-то вопросы мне, я отвечу обязательно. Ну, тогда, наверное, Сергей, ты? Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Жикулин Сергей. Я помимо того, что просто участник этого мотопробега, я еще и спонсор этого мероприятия. Как так получилось, сам не понял. Еще совсем недавно вообще не было опыта в мотопробегах и когда-то давно ездил на кроссовом мотоцикле. А сейчас специально под этот проект приобрел профессиональный мотоцикл и помимо того, что буду спонсором, буду еще и полноценным участником этого мотопробега. И вместе со своей любимой женой, которая будет у меня вторым номером, вместе со всеми участниками попытаюсь преодолеть под руководством Павла этот сложный маршрут. Наша компания Mapline, таможенный брокер и международный экспедитор, переводится как «контурная карта». И слоган нашей компании – это «границы лишь линии на карте». Вот у Павла Кобяка нету границ, и, соответственно, и у нас нет этих границ для наших клиентов. Мы доставляем грузы, и вместе с Павлом я уверен, что сможем преодолеть все эти сложности. Всем участникам мотопробега хочу пожелать удачи, благополучно и быстро, весело, задорно добраться до конечного пункта. Ну и, Павел, хочу пожелать удачи и тебе в организации столь масштабного и сложного проекта. Спасибо. Спасибо. Так, слово, наверное, передается Нине Абросовой. Всем доброго дня. Рада приветствовать. Благодарю за теплый прием в Республике Саха, Якутия, за отзывчивость людей, которые помогают нам здесь,
чтобы все завтра прошло гладко. Старт в 8 утра. Вот, пару слов о том, как я познакомилась с Павлом. На самом деле, друг про друга мы знали, особенно я знала про Павла, смотрела его фильмы, и думала, надо познакомиться, потому что по духу мы очень так подходим, обязательно посетить какое-нибудь из его мероприятий. И так сложилось, что была пандемия, особо никуда не поедешь, и, наконец, Павел пригласил вот в свою интересную историю Мототрефен. Удивительные люди. Вчера мы все перезнакомились, нас 75 человек. Таких мероприятий по стране я не слышала, не видела про них. И я желаю прежде всего ни гвоздя, ни жезла всем участникам, чтобы финиш состоялся по плану, вовремя. И самое главное, чтобы не было падений. Просто вот сил Павлу, чтобы все это завершить. Благодарю. Слово предоставляется руководителю отдела индустрии и туризма Славы Тамаре. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые гости нашей республики. От лица Министерства предпринимательства, торговли и туризма нашей республики хотела бы вас поприветствовать в этот прекрасный день на пресс-конференции участников и организаторов автомотопробега «Золотая Колыма». Прежде всего, конечно, хотела бы выразить огромную благодарность участникам и организаторам этого проекта. Действительно, проект включает в себя не только знакомство с регионами, но и прежде всего развитие внутреннего туризма, так как я думаю, что все 75 участников для себя узнают очень много нового о тех регионах, которые они посетят, и затем будут распространять информацию о людях, которые их принимали, об обычаях, о традициях, об объектах, которые они посетили уже по всей стране. Это, конечно, не может не радовать. И, конечно, мы очень рады, что город Якутск стал местом промежуточного старта автопробега. Я думаю, что вы еще увидите впереди, вас ждут уникальные природные достопримечательности, богатые культурные особенности нашей республики. И я думаю, самое главное, это, конечно же, люди, которые на пути вам встретятся. И якутяне всегда славились гостеприимством, тем, как они встречают гостей, тем, как они рассказывают о своей природе, о своей культуре, потому что мы действительно это очень сильно любим. Я думаю, что многие из вас слышали, что наша огромная республика, наше количество точек притяжения позволяет нам реализовывать такие проекты, как различные автомотопробеги. И, конечно, они не могут быть обычными, они у нас экстремальные. Это, как правило, традиционный автопробег ралли-рейд до самой холодной точки северного полушария полюса холода в Аймиконе. Каждый март любители и спортсмены отправляются в огромное путешествие до Аймикона. По пути туристы увидят все красоты знаменитой трассы Колыма и также участвуют в квестах, которые им готовят организаторы. И в 2020 году у нас также прошел арктический ралли-рейд Кубок льда по маршруту Якутск-Тикси. На этом хотела бы, конечно, завершить пожеланиями участникам удачной дороги, чтобы каждый из вас что-то полезное из этого путешествия извлек. Я думаю, что эти воспоминания будут сохранены на всю жизнь. Благополучной дороги, и чтобы все задуманные ваши график, планы обязательно исполнились. Спасибо. Еще раз хочу повторить, что мы выражаем большую благодарность к мотоклубу «Ночные волки», которые действительно имеют большие проблемы и трудности с нашим прибытием, потому что большая нагрузка по технической части и вообще по координации. Вот полгода мы готовились к данной поездке, к автомотопробегу, и ребята, конечно, нам везде помогали по заселению, по встрече техники, по покупке техники. И я хочу слово как раз передать Павлову Максиму, представителю мотоклуба «Ночные волки». Добрый день. От лица якутского отделения мотоклуба «Ночные волки» тоже хочу пожелать удачи в этом амбициозном проекте. Для нас на самом деле большая честь принять посильное участие. Вот. Павел, мы его знаем давно.
прочитали все его книги, играем в настольные игры. Поэтому, ну, мы сами ездим, понимаем, как это тяжело, поэтому здесь, в Якутске, у нас в рамках нашего мотоцентра мы всегда оказываем уже более 10 лет всем путешественникам, которые на мотоциклах покоряют трассу Лена и трассу Колыма. Дорога нелегкая, поэтому Якутск со временем становится форпостом, история повторяется. Хабаров отсюда пошел Хабаровск основывать, Бекетов основал Благовещенск, Камчатку, Чукотку, все это отсюда, все экспедиции стартовали. Поэтому Якутск, он как был, так и остается форпостом, с которого можно развивать туризм внутренний. Действительно, земля у нас очень красивая, люди хорошие, приезжайте к нам, будем ждать. Спасибо. Спасибо. Также я хочу поблагодарить вашу местную компанию, которая тоже нам оказала содействие. Это Саха-Нефтегазбыт. Руководство узнало о нашем пробеге и тоже нам оказало помощь. Поэтому хотел просто сказать, что Саха-Нефтегазбыт, большое спасибо за оказанную помощь в данном нашем пробеге. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, мы с удовольствием ответим. Да, также у нас в зале есть Александр Пересвет. Спасибо Саше за то, что он приехал. Это эксперт книгов рекордов России. Он едет с нами по всему маршруту, поэтому видел, уже пару слов сказал. Поэтому, Саш, спасибо, что нашел время и приехал. Ну, я думаю, мы сейчас ответим на вопросы, потом уже... Работает у нас, да? Об уникальности я уже с автомотопробега я уже сказал. Вот, Паш, отдельное спасибо тебе, знаешь, за что? Собирался, даже Макс не даст соврать, еще когда год назад, да, мы общались, что я наконец-то, и как-то все меня вот не получалось, и наконец-то Паша меня выдернул закрыть большое белое пятно, потому что изъездил все и вся, а Якутск-Магадан нет. Но самое главное, конечно, я такой сейчас модный, но я действительно серьезный дядька, я эксперт книги рекордов Гиннесса, книги рекордов России, и еще и самый такой неподкупный, как обо мне говорят. Уникальность Пашиного предложения заключается в том, что любой рекорд, который ставится в присутствии эксперта, должен потом, если есть желание его перебить, также в присутствии эксперта должен перебиваться. Паша очень хитроумно поступил. Он очень сдружился со мной. Спасибо тебе за дружбу, кстати. И заманил меня сюда, как просто по-братски, по-дружески. И поэтому я здесь, и я эксперт, и я очень рад, что я принимаю участие в этом. И самое главное, я заявился как участник. Да. Я буду проверять самого себя еще хуже, чем всех остальных участников. Паш, спасибо за то, что и ты позволил мне принять участие в автомотопробеге, который реально не имеет аналогов в мире, и мы будем ставить не 1, не 2, не 3, не 4, а вот сколько, я уже посчитаю, скажу в Магадане, сколько рекордов, это реально больше 5. Вот такой вот уникальный пробег. Автомото. Спасибо, Саш. На самом деле хочу добавить также, Саша у нас будет главный тренер, и у нас во время остановок будет зарядка, поэтому, ну как, здоровье это все, поэтому да. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, с удовольствием ответим, спрашивайте, не стесняйтесь. Здравствуйте, Иванова Светлана, ИСЯ. Можете подробнее, пожалуйста, рассказать о участниках автомотопробега? Вот кто они? Выше более 70 человек. Какие регионы? Вот, чтобы перечислить немножко. Что касаемо участников, то у нас регионы следующие. Это город Мурманск, Новороссийск, Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Вологда, Псков, Калуга, Сыктывкар. Ну, я сейчас, знаете, список с собой не имею, но Саратов, да, спасибо.
На самом деле люди абсолютно разные вот, и интересные. То есть есть семейные пары, также есть люди, которые взяли своих детей, ну, своих сыновей, и которые будут ехать также на мотоциклах в паре. Это мои друзья Андрей Шумахер, и приехали из Москвы, он приехал на своем мотоцикле, сын тоже на своем. Ну, то есть люди очень интересные. Вот Нина Абросова, чемпионка мира по боксу, девушка. Поэтому также у нас кругосветчик Дмитрий Петрухин планирует приехать. И очень много таких интересных людей, как я их называю, лидеры мнения с каждого региона. Может быть, у вас есть вопрос, Дарья? Мотор Сити. Вопрос Павлу. Вот 75 участников, из них на машинах сколько человек, на мотоциклах, и еще по маршруту, где вы будете останавливаться, сколько дней рассчитываете, и протяженность маршрута сколько будет? Спасибо за вопрос. Протяженность маршрута 2000 километров, Якутск-Магадан. Завтра мы планируем доехать до Хандаги. Честно, технически сложный день, 2 паромные переправы. Дай бог, будет хорошая погода, и Чурапчу мы проедем без проблем. Но ведомство МЧС сказали, что будет дождь. Поэтому, я думаю, у нас будут приключения, но мы, в принципе, за этим и ехали. В Хандаге мы будем ночевать в общежитии. Следующая остановка у нас будет за заправкой Кубиме на реке Эльги. Там мы в 2016 году жили, кто-то жил 3 недели, кто-то жил 10 дней. Я жил сам лично 4 дня, когда смыло мост, и мы ждали восстановления моста. Ведомство МЧС, вчера с ними встречался, они выехали, сегодня уже строят лагерь. Вот, у нас там будет палаточный городок, и прям в тайге людям хочется, всем, которые где-то засиделись в своих офисах, показать хорошую, красивую природу, хорошую, интересную жизнь вот, среди диких медведей, диких животных. Поэтому у нас там будет такая хороший, интересный пикник у обочины. Вот. Дальше у нас будет Сусуман, город. После Сусумана у нас будет хорошая, интересная экскурсия на Золотую Артель, куда, в принципе, люди, путешественники, не все попадают. Также у нас Колымская ГЭС, это поселок Синегорье. Мы там живем 2 дня, и потом уже едем в Магадан. То есть по нашим планам мы должны проехать за 5-6 дней. То есть 8 старт, 13 июля мы должны вечером прибыть уже в город Магадан. Об участниках, в принципе, я уже говорил, какие города. 45 у нас 45 мотоциклов, остальные едут на машинах. Спасибо. Да, добрый день всем. Дарья Скрябина, Мотор Сити, Москва. Так получилось, что я давно слежу за тем, как вы передвигаетесь по стране. И вы как раз говорили об МЧС. Вообще, в принципе, очевидно, что вам помогают в каждом городе. Это и байк-посты, и администрация. Как так получилось? Это какой-то долгий опыт связи. Почему в каждой точке нашей страны, куда бы вы ни приезжали по дороге в Якутск, вам все помогают? Ну, наверное, это все просто в комплексе, да. Что касаемо МЧС, то мы с ними уже работали в 2019 году и снимали фильм «Герои нашего времени». Снимали фильм про ведомство МЧС к юбилею 30 лет. У них в 2020 году был юбилей 30 лет. И как раз брал интервью также у Шойгу Сергея Кожугетовича, у министра Зиничева Евгения Николаевича, Царства Небесного сейчас нет. И мы сняли хорошее кино про сотрудников МЧС, про тех самых спасателей, которые спасают жизни других людей. Мы следовали из Петербурга до Южно-Сахалинска, пересекли в очередной раз страну, показали страну и, самое главное, показали людей, которые работают в нашей стране и делают благие вещи. После выхода этого фильма мы его прокатили по всей стране с кинопремьерами и кинопоказами, и Московский кинофестиваль нам дал гран-при, 1 место за данный фильм.
Поэтому есть определенные связи, есть определенные контакты, что касаемо мотоциклистов, та же самая история. Просто в 2012 году, 10 лет назад, я пересек первый раз страну до Владивостока, и как раз вот организовались дружеские контакты, с которыми мы поддерживаем связь, дружим, общаемся, друг другу помогаем. Еще вопрос. 70 человек, 45 мотоциклов, и вы ведете всех этих людей за собой. Это же огромная ответственность. Как вообще на это решиться можно? Знаете, на самом деле, да, действительно ответственность большая. Переживаю абсолютно за проблемы каждого человека, их очень много. То есть вот я приехал в Якутск и начал вести диалог с каждым, и понимаю, что у кого-то что-то не хватает, у кого-то техника не подготовлена, у кого-то еще какие-то трудности. Вот сейчас у меня две проблемы, самые основные. У меня технический директор опоздал на самолет, и вот прилетит завтра в 5 утра. То есть сейчас мы тоже решаем, как забрать полностью весь технический инструмент из деловых линий, и как бы завтра забрать технического директора и сразу отправиться в путь. Поэтому много трудностей. У нас участники попадали в аварию в городе Ачинске. У нас участники по ходу движения по всей стране ломались. И каждому участнику надо было оказать помощь. Найти запчасти, найти эвакуатор, найти размещение, механика. То есть, ну, конечно, для меня это большая колоссальная работа. Но, как говорится, не отступать и не сдаваться, только вперед. Спасибо. И последний вопрос. Я здесь слышала прекрасную фразу о том, что это все долго, дорого, трудно, и вообще полгода на Мальдивах можно было жить вместо того, чтобы устраивать всю эту историю. А зачем вы это делаете? Почему вы не лежите на лежаке на Мальдивах, а садитесь на машины, мотоциклы, едете в Магадан? Знаете, Дарья, я считаю выбор за каждым человеком. То есть, может быть, и эмоции на Мальдивах тоже неплохие, но здесь жизнь. Здесь жизнь и, самое главное, люди. Потому что люди появляются как раз самые трудные какие-то проблемы, и как раз само удовольствие вообще в поездке – это взаимодействие с людьми. То есть вот я уверен, даже сами участники после возвращения это будет некая большая семья. Люди будут дружить, встречаться, общаться, и это самое дорогое. И тех людей, которых нам будет Бог давать на дороге, это тоже дорогого стоит. То есть каждая встреча с человеком на Колыме, в Якутии, это будет очень интересно. Спасибо. Спасибо вам. Еще Спасибо. кто-нибудь? Здравствуйте, Алина Тарабукина, газета «Якутия». Все ли желающие могли стать участниками мотопробега? Знаете, конечно, был определенный отбор, то есть как бы не допускались участники без опыта поездок, не допускались участники на мотоциклах, не подходящих для трассы Колыма. Единственная у нас девочка едет на чоппере, я понимаю, что одного человека, в принципе, подстраховать я смогу. То есть меня посадят условно, то есть я посажу за руль машины оператора, а сам буду помогать девушке перевозить ее мотоцикл, если будет такая необходимость. Вот, значит, честно скажу, вот за последние 2 недели очень много было желающих, но все были отказы, потому что люди незнакомые, каждый человек, то есть это надо предусмотреть и размещение, что не очень просто это сделать на Колыме, паромные переправы, это по всем условиям обеспечить для человека, чтобы ему было комфортно. Поэтому у нас, в принципе, все люди знакомые, то есть вот все 75 человек, так или иначе, я их знаю, либо по рекомендации, то есть если кто-то сказал, я хочу ехать, да, но он хотел еще взять 2 своих родственников, либо знакомых, конечно, я их брал, потому что были некие поручители. Вот. А люди с улицы, то есть почти таких не было. А кому будет проще в дороге или, в принципе, будет всем одинаково, тем, кто на машине поет или тем, кто на мотоцикле? Знаете, это немножко разные форматы абсолютно. И вообще, то есть, как говорится, хочешь увидеть Колыму, едь на машине, потому что и будешь ехать на мотоцикле, будешь сконцентрирован на дорогу, чтобы не упасть. И поэтому я уже 2 раза приезжал на мотоцикле, получил большое удовольствие, но скажу так, что Колыма уже не та.
потому что в 2016 году она еще была в стадии строительства, а сейчас Колыма уже идеальная, хорошая трасса, поэтому я, конечно, участников немножко напугал, так, чтобы они были в тонусе, но по факту они, уверен, проедут все. Если даже кто-то сломается, мы довезем на прицепе. А какие возможные трудности ожидают в дороге, ну, кроме там, конечно, поломки возможных техники и прочее? Ну, понятно, будут какие-то падения, будем помогать, решать. Главное, чтобы это не были какие-то сильные там увечья для здоровья. Вот, также технические проблемы будут, тоже мы будем решать. Поэтому, ну, знаете, все не предусмотреть. То есть вообще трасса такая, что там что-то планировать очень сложно. Дождь пошел и смыло мост, как это было в 2016 году. Поэтому все будем решать по ходу движения. Благо опыт есть. Я уверен, все решим по ходу. А финиш тогда запланирован 14 июля, да? Финиш предварительно запланирован 13 июля в Магадане. 15-16 июля мы будем делать Магадан Трефон Золотая Колыман на Нюкле. Приезжайте, там будет весело, красиво, интересно, и там мы как раз все будем собираться. И немножко непонятно с рекордом, каким образом он будет ставиться. И... Я думаю, вам Александр уже все объяснил. Он едет в качестве эксперта книгов рекордов России, и он как раз будет фиксировать полностью всех участников. У него есть список со всеми паспортными данными, со всеми прописками. И после фиксации я надеюсь, что он нам выдаст эту бумажку, эту самую... Спасибо, Саня. Да, спасибо, спасибо. Я пока вас слушала, смотрела на Нину, у меня родился вопрос к Нине. Девушка хрупкая, красивая, но окей, чемпионка по боксу. А почему мотоцикл, почему Колыма, как вы решились на это? На самом деле, 16-й год за рулем мотоцикла. Объездила очень много стран, но очень мало где была в России. Поэтому, когда состоялось мое знакомство с Павлом, который практически всю Россию, наверное, нет, наверное, ни одного города в нашей стране, который бы он не посетил, и я поняла, что когда-нибудь обязательно поеду вместе с ним изучать свою страну. Спасибо. И к Сергею про деньги, простите, если вы уж спонсор. Это же риски, я правильно понимаю, да? То есть вы, ввязываясь в эту историю, в общем, готовы тратить, может быть, потерять. Но, видимо, что-то вы еще приобретаете. Что? Почему? Я прочитал книжку Паши «За свободой в Магадан». Вот за ней я и еду. Ветер в лицо, дорога, свобода. Спасибо. Всем большое спасибо. У нас сегодня предстоит еще брифинг, вот, поэтому, если у кого-то будут вопросы, можно еще так в коридоре обсудить. Спасибо.